Хваленый Иисус Христос, всех ребяток просим прийти сюда вперед. Все, кто где-то еще сидит, спрятался за маму, за папу, кто в конце костела, ходите все сюда вперед. Не бойтесь, не стесняйтесь. Все вперед. Ребятки, сегодня ждем до конца песни, да, ша закончится, песня закончится, и потом становимся туда в рядочки, как в прошлый раз, и я вам дам наклеечку. Вначале никто не уходит, правда? Дождемся все, покуда я не выйду с костела, вы тоже все вместе со мной выходите. Мамы, папы успеют с вами. Вот, а сейчас давайте все вместе поприветствуем нашего Пана Иисуса. Становимся в имя Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Помним, что Пан Иисус улыбается, когда мы не только на мше присутствуем, но когда вместе поем и молимся. Да? У нас тут бывают слова, всегда слова есть. И мы будем смотреть, и все те, кто будут еще не только стоять, но еще и петь, да? Пан Иисус будет еще больше вам улыбаться и радоваться. Поэтому давайте сегодня будем внимательно слушать, что будет говорить Ксенс, да? Да? А когда будем петь, то все смотрим на слова и поем. Договорились? Да. А давайте еще подумаем, за кого мы сегодня будем молиться. За всех наших друзей, самых-самых лучших, и тех, кого знаем. Вспомните всех своих друзей, да, и будем просить у Бога, чтобы они тоже стали друзьями Иисуса, как и мы. И за наших родителей, бабушек и дедушек, да, чтобы у них все было хорошо, чтобы Бог их благословлял, чтобы у них все получалось. Все? Вспомнили всех друзей, своих одноклассников? И чтобы наши учителя были добрыми, правда, не злыми. А то многие говорят, что злые учителя, чтобы наши учителя тоже стали добрыми. Все, будем ждать, скоро будем петь.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри. Перш за все, вітаю вас, дорогі дітки, на вашій святой мши з уділом дитятка. І тому вельми тішуся, що вас уже більше стало. Это добрый знак, але это не предел, да, можем еще больше, чтобы нас было. Чтобы половина костела -то только были детки, родители могут и там чуть дальше постоять. И это радость, что вы приходите, что вы есть. То поэтому на начале святой мши тоже давайте подумаем, дорогие детки, за кого мы хотим помолиться особенным способом. Да, что кто нуждается в нашей сильно нашей нуждается в молитве. Давайте сейчас в цели тишины подумаем, за кого будем молиться. Я буду ахвяровать эту святейшую ахвяру інтенції подяки Пану Богу і Матці Божої за прожитые годы життя от Тереси, просячи доброго Бога, потребних ласк для її на кожний день, і как добрый Бог умацовав їх у любові, віри і надії. А теперь, обыгодно, пережить эту святейшую ахвяру, перепросим Пана Бога за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинками, заедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Jezu
Молимся. Боже наш Отче, Ты в литости и милосердности наибольш проявлял свою всемогутность, спосылай нам совсюди Твою ласку, кабы праздосконалое христианское житье на земле досягнули обетованного счастья в небе, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодарит в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Читання книги пророка Амоса. Так каже Пан Усімогутний: «Гора безклопотна на Сіоні і тим, хто сподяється на гору Самарийську, тим, хто узлег на ложек со слоновой кости и пестится на своих постелях, кто есть ягнят со статку и телят з середини паши, тим, хто співає під гуки гусляв, хто видумляє собі ніби Давид музичні інструменти, хто п'є келихов вино, намашивается наилепшими олеями и не переживая за падение Юзефу. Тому теперь пойдусь я на выгнание на челе полонных, и стихне радостный крик распещенных. Это Слово Божие. Хвали, душа моя, Пана. Хвали, душа моя, Пана. Бог навеки заховає вірність, справедливо судить покривджених, хліб дає покорним, Пан визволяє в'язням. Хвали, душа моя, Пана. Пан открыває очі сляпим, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливих, Пан обороняє чужоземців. Хвали, душа моя, Пана. Пан сироту і вдову підтримливає, а шлях грешних скривляє. Пан володарить навеки, Твой Бог в Сионе с поколения в поколение. Хвали, душа моя, Пана. Читание первого послания святого апостола Павла до Тимофея. Ты, о человек Божий, позбегай помылок и мкнися до справедливости, побожности, веры, любови, терпливости и лагодности, змагайся добрым змаганнем веры, тримайся вечного життя, до якого ти покликаний, і про якое ти дав добре визнання перед многими свідками, перед Богом, який дає життя усьому, і перед Єсусом Христом, який дав перед Понтієм Пілатом добре свідчення. Наказую тобі заховувати заповідь чистий і беззаганий, аж до об'явлення Пана нашого Єсуса Христа, якого у свой час покаже щасливий і один і моцний, король над королями і пан над панами, один і несмиротний, який живе у недоступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачить не може, йому пошана і вічна моць. Амен. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Что, приглашать теперь деток сюда ближе. Отходите ближе. Сегодня мы послушаем одну такую историю про богатого человека и про бедного Лазаря. Только внимательно, обязательно внимательно слушайте, потому что мы потом поговорим, что случилось с богатым человеком, а что случилось с бедным Лазарем. Пан с вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. У той час Jesús сказал фарисеям: «Был один богатый человек, який пранаўся у парфіру і тонкае палатно, і кожны дзень цудоўна падкентаваў. А некі жабрак па імені Лазар ляжаў каля яго брамы у струпах і хацеў насыціцца тым, што падала са стала багацея. Сабакі ж прыхадзілі і лізалі струпы ягоныя. Памёр жабрак, і ўзнесены быў анёламі на ўлона Абрагама. Памёр і багаты, і быў пахаваны. У пекле, будучы у пакутах, ён узняў вочы свае, убачыў здалёк Абрагама і Лазара на ўлоне ягоным. І ўсклікнуўшы, сказаў: «Ойче Абрагаме, злітуйся надо мною і пашлі Лазара, каб памачыў канец пальца свайго ў ваду і ахаладзіў язык мой, бо я пакутую у полымі гэтым». Але Абрагам сказаў: «Дзіця, успомні, што ты атрымаў ужо сваё дабро ў жыцці сваім, падобным чынам і Лазар ліха. Цяпер жа ён тут суцяшаецца, а ты пакутуеш. А да ўсяго гэтага паміж намі і вамі пакладзена вялізная прорва, так што тыя, хто хоча, не могуць перайсці адсюль да вас, ні адтуль да нас не могуць перайсці». Тады сказаў ён: «Дык прашу цябе, ойча, пашлі яго ў дом бацькі майго, бо ў мяне 5 братоў. Няхай засведчаць ім, каб і яны не прыйшлі ў гэтае месца пакуты». Абрагам адказаў: «У іх ёсць Маісей і прарокі, няхай слухаецца іх». А ён сказаў: «Не, ойча Абрагаме, толькі калі хтосьці з мёртвых прыйдзе да іх, пакаюцца». Тады Абрагам сказаў яму: «Калі Маісея і прарокаў не слухаюць, то калі хто і ўваскрэсне з мёртвых, не павераць». Гэта слова Пана. Ну что, как ваши дела? Хорошо? Как, Блинка, дела твои? Хорошо все? Все хорошо, как в школе дела? Без двоек? Без единиц? А знаете, что в Германии единица — это самая лучшая отметка? Да, представляете? Ты приходишь и говоришь маме с папой: «Я сегодня получил гол, да, единицу получил». А ты такие: «Ну хорошо, молодец, да». Хорошо. У меня к вам такой вопрос. Как вы понимаете вот эту фразу? Сейчас вам ее скажу, и как вы ее понимаете? За каждое мое действие есть последствия. Ну, это когда, например, ты пошел без разрешения гулять, без разрешения родителей гулять, и что-то произошло с тобой. Хорошо, так, примерно. Что еще? Когда ты чихнул, а другой тоже чихнул, так цепная реакция поперла. Ну, к примеру, когда ты тоже дедушке взял что-то без разрешения, и потом, например, ты поранился. Ну да, хорошо, да, смотрите, да, тут еще руки тянут, давайте. Еще потому что если мы пойдем по городу одни гулять, то может что-то случиться. Ну, это когда ты делаешь и думаешь о последствиях, что случится после этого. И если ты не думаешь, то может случиться что-то плохое. Хорошо. Все, давайте уже установим руки. Там, смотрите, за каждое мое действие есть последствия. Это верно. Мы это понимаем, да? То, что если мы сделаем что-то не так, мы можем получить какие-то последствия от нашего действия. Ну хорошо. А эти последствия, они влияют на наше будущее? Да, все верно. Они влияют на наше будущее. Почему об этом сегодня говорю вам? Если вы внимательно слушали сегодняшнее Евангелие, какие были 2 человека в этом Евангелии? Бедный и богатый. Да, был богатый человек, который что делал каждый день? Кто внимательно слушал, что он делал?
Да, он сделал каждый день пир себе. Да, он много кушал, пир был у него, одевался. Ну, а бедный? Бедный брал его остатки со стола. Он мечтал. Бедный Лазарь лежал где? Нет, не под столом. Да, лежал возле ворот богатого человека и мечтал скушать хотя бы крошки со стола богатого человека. Что с ними что происходит? Что случилось с богатым и бедным Лазарем? Они умерли, все верно. Куда пошел Лазарь? В рай пошел, а богатый пошел, да, в пекло, в огонь. И смотрите, сейчас очень внимательно. Богатый человек увидел сдалека, что идет Авраам вместе с Лазарем, бедным Лазарем. И в этот момент он говорит: отец Авраам, пошли Лазаря, чтобы он замочил кончик своего пальца в воде и остудил что? Остудил мой язык, потому что я здесь очень сильно терплю. Заметьте, богатый человек не попросил здесь Авраама, правда? Что он сделал? Ну? Он приказал. Умница, супер. Он приказал. В чем проблема была богатого человека, как вы думаете? То, что он всем приказывал делать, а надо было просить. Хорошо, это первое. Ну? Зазнайство. Может быть. А такое есть слово на букву «э». Эгоизм. Да. Смотрите. Богатый человек с Лазарем поменялись местами теперь. Да? Они поменялись полностью местами. И богатый человек, даже в аду, он не перестал командовать. Он дальше считает Лазаря своим слугой. И он не попросил Авраама, чтобы он это сделал. Он говорит: скажи ему, чтобы он пошел, замочил палец, да, и остудил мой язык. Видите, что он дальше приказывает. Но что случилось дальше? Кто помнит? Он сказал, что между нами и вами такая огромная яма. Вы не можете к нам попасть, мы к вам не можем попасть. Но потом он дальше что делает? Опять приказывает, да, опять приказывает Лазарю, чтобы он что сделал? Куда отправился? Кому? Нет. Ну, давай. К его отцу, потому что у него есть еще 5 братьев. Супер, умница. Ты хорошо слушала Евангелие. Отправь, пожалуйста, в дом отца моего, потому что у меня еще 5 братьев. И я хочу, чтобы они не попали сюда, в этот огонь. Чтобы они сюда не попали. Но он говорит ему: у них есть Моисей и пророки, пускай их слушают. Кого мы должны слушать? Ну? Бога. Все верно. А где мы узнаем всю науку на Бога? Всю его науку? Где? Ну? В Библии. Умница, супер. Да. У нас есть Слово Божье, у нас есть наука Костела, и у нас есть кто? Кто в таком зеленом ходит тут? Ну? Ксенц. Супер, да. У нас есть ксензы. Да, смотрите. У нас есть Слово Божие, у нас есть наука Костела и ксензы. И смотрите, мы слушаем, что нам говорят. Точно? Ну вот мама с папой что-то говорит, а вы такие: да, не мешай мне играть, мама, папа, да. Мама, папа что-то просит, мы в телефоне сидим, играем. Да, что-то еще вас просит. Вам учителя в школе говорят: учитесь, дети, учитесь. А вы все такие: да. А потом: нет. Да, идем уже свое что-то делать, да? Видите, проблема заключается не в знаках. Проблема заключается в нашем сердце. Господь Бог каждый день нам что-то говорит. Через родителей, учителей. Вашим родителям тоже говорит, даже через вас. Бог через вас даже вашим родителям говорят. Но мы в своем эгоизме никогда не слушаем, что Он нам говорит. Бог вам тебе говорит каждый раз: не греши, не делай того. Делай правильные вещи. А мы порой в своем эгоизме начинаем делать так, как все. Начинаем себя оправдывать. Да? Оправдываем себя. Мама, это не я, это мой старший брат, моя младшая сестричка, там, братик и так далее. Да? Оправдываем так себя. Мама, все получили двойки. Ну, я не один получил двойку, весь класс получил сегодня двойки. Да? Всегда мы себя начинаем оправдывать. Мы хотим, чтобы у нас не было ответственности за какие-то свои поступки. Поэтому сегодня я тоже вам кое-что принес. Сегодня будем с вами идти и выбирать дорогу. Смотрите, есть дорога к Богу, да? Есть дорога к Богу. Мы сегодня говорим с вами о последствиях наших действий. И
есть дорога, тяжелый путь, да, который нас может привести к каким-то плохим последствиям. Сейчас мы будем вытягивать разные ситуации, и вы будете должны сказать, куда отправить этот поступок. Кто хочет первый? Вот тяни любую карточку. Прочитаешь? Воровать или брать чужое без разрешения. Какие последствия нас ожидают? Тяжелая дорога. Тяжелая дорога. А какие последствия нас ожидают? Если мы будем воровать? Нас посадят в тюрьму, да? Что еще? Потом, когда нас выпустят из тюрьмы, мы не сможем найти нормальную работу из-за того, что у нас будет написано. Супер, давай, карточку обратно. Хорошо. Ложим ее в тяжелый путь, да? Хорошо. Вытягивай ты, вытягивай. Помочь старшему человеку или ребенку, который нуждается в помощи. Какие наши последствия дальше? То ты будешь помогать всем, и тебя Бог увидит и пошлет в рай. Хорошо. Куда ложим в тяжелый путь? Нет. Дорогой к Богу. Хорошо. Дальше. Ну, кто-то один. Бери любой. Ну, вытягивай. Усмирить кого-то за что-то, что он другой. Высмеять. Можно еще раз? Высмеять кого-то за то, что он другой. Куда мы отправляем? Ну? Тяжелый путь. А почему? Можно смеяться? А почему нельзя смеяться? А мне смешно, я хочу посмеяться с тебя. А? Можно или нельзя? Ну? Другому будет неприятно. Все верно, да. Ну? Это как грех. Это грех и есть. Нельзя высмеивать человека за его поступки. Хорошо. Идем дальше. Тяни. Обидеть или оскорбить кого-то словом или действием. Это хорошо? А почему? Потому что кто-то может обидеться из-за этого. Да. Можно смеяться и вызываться? Нет. Почему? Кому-то станет обидно и неприятно, и он потом не хочет с тобой дружить и общаться. Хорошо. Давай, куда? Путь к Богу идем? Или тяжелый путь? Тяжелый путь отправляем. Хорошо. Давай, держи. Убрать за собой и помочь с уборкой дома. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Потому что можно помочь родителям. Нет. Путь к Богу. Защитить того, кто подвергается насмешкам или обидам. Хорошо. Да, это хорошо. Почему нужно защищаться? Ну, потому что другому человеку будет обидно, а если ты защитишь его, то это будет отлично. Хорошо. А еще такой вопрос. А если ты видишь вот в школе, что кто-то обижает кого-то, что нужно сделать? Пройти дальше? Защитить. Защитить. Молодец. Хорошо. Отправляем путь к Богу. Ну все, тяни. Не заботиться о своем здоровье или окружающей среде. Мусорить, портить вещи. Хорошо. Нет. Почему? Ну, потому что ты не заботишься, ты можешь погибнуть, потому что ты не заботишься о своем здоровье. Хорошо. Добавляем куда? Тяжелый путь. Хорошо. Ну давайте кто-нибудь дальше. Давай. Молодиться или за других и желать им добра. Можно? Подожди карточку. Тут молиться за других и желать им добра. Хорошо. Это хорошо или плохо? А почему хорошо? Может, не надо молиться за них? А может, за врагов надо молиться? Нет, надо за врагов тоже молиться. Иисус нас всегда призывает молиться за ваших врагов и тех, кто вас преследует. Держи. Держи ты. Драться или угрожать другим детям. Можно? Хорошо. Нет, это плохо, потому что другие дети могут пострадать из-за этого. В тяжелый путь. Хорошо, отправляем тяжелый путь. Последние две карточки. Давайте немножко дальше сюда пройдем. Держи. Лгать родителям, учителям или друзьям. Это хорошо? Нет. Ну вот прикинь, ты получил двойку. Ай, может, я сегодня не буду говорить с мамой, с папой. Ну?
лучше сказать правду, или это потом будет намного хуже. Видите, да. Последствия какие будут нас ожидать? Нас могут наругать. Последняя карточка. Полинка, хочешь? Давай я тебе прочитаю, ты мне скажешь, это хорошо или плохо. Поддержать одноклассника, который одинок или грустит. Поддержать человека, который грустный. Это хорошо или плохо? Плохо. Хорошо. О, хорошо. Это хорошо, да? Почему мы должны поддерживать одноклассников, которым плохо сейчас и одиноко? Ну? Кто мне скажет? Потому что они могут еще больше грустить, и им будет плохо. Вам было бы приятно, когда вы все от вас отвернулись бы? Нет, конечно, да? Поэтому, когда видим человека, который грустит, мы должны ему помочь, да, прийти ему поддержать его. Поэтому, дорогие детки, это то, что мы делаем. Смотрите, это как с примером богатым и бедным Лазарем. Если мы будем проявлять эгоизм и только жить для себя, то мы тоже можем, да, плохо это закончить. Наши последствия будут плохими. Но если мы будем видеть человека, помогать ему, открывать свое сердце для другого человека, соответственно, мы будем всегда делать, видеть, делать добро. Ну, давай. А у меня в классе, когда кто-то плачет, то и вокруг его закружаются и спрашивают, что произошло. Хорошо, да, потому что надо интересоваться тоже. Что случилось, как ему помочь, да? Не пройти вот так вот, я тебя не вижу, а помочь наоборот. Ну, давай. Надо с ним подружиться. Хорошо, да, видите? И это наше сердце, которое мы открываем. Если мы будем делать хорошие поступки, мы будем открывать свое сердце постоянно для другого человека. А это плюс к тому, чтобы быстрее попасть в небо. Амин. Вызнаем нашу веру, веру единого Бога. Бога от Бога, святло от светла, Бога собравного от Бога собравного, створенного. Отцу, Богу состать, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и заставился от Духа Святого, и Марии, стал человеком, сама за нас, при Понтском Пилате. Третий день Он воскрес подле Писания, взглянул на небо, здесь была жреца, и Бог предел хвалил, святейший и померный, Его владарству не будет конца, веру Духа Святого, Пана и Животворцу, и Отца и Сына Богородицу, Якому разом с Отцом и Сыном есть поклонение и хвала, и промовлял раз пророков, веру один и святый католический апостольский костел, знаменательный непостное пущение грехов, чекаю непомерно і життя вічного у будучому світі. Богу, який закликає нас до навертания, как обновить и умацовать нашу веру, узнесем наши покорные молитвы. Молимся за святый костел, каб ён был сапраўднай сям'ёй дзяцей Божых. Почуй нас, о Пане, Тебе устигает, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устигает, почуй нас, просим Тебе. Молимся за нунцыяў, каб іх апостальская дзейнасць дапамагала як мясцоваму, так і паўсюднаму касцёлу. Почуй нас, о Пане, Тебе устигает, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устигает, почуй нас, просим Тебе. Молимся аб спакою ва ўсім свеце, каб усе людзі жылі ў згодзе і любові. Почуй нас, о Пане, Тебе устигает, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас,
нашу айчыну, каб усе яе жыхары жылі ў братняй любові і згодзе. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за людзей, якія павінны прыняць вельмі адказнае рашэнне, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы былі гатовыя да ахвяраў, якіх патрабуе ад нас вера ў Езуса Хрыста. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Помолюся в інтенції Святої Мши, інтенції подяки Пану Богу і Матці Божій за прожитые годы життя ад Тереси, просячи доброго Бога, потребних ласк для її на кожний день. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе устигаем, почуй нас, просим Тебе. Боже, выслухай наши молитвы учини, каб мы, живучи на землі, імкнулися до вічних коштовностей і у Тебе шукали допомоги праз Христа, Пан нашого. Отче безконца добрый, Тебе покорно просим, тераз Твоего Сына, дай нам знак любви. Пусть дары ахвяры, что мы Тебе приносим, Ты прими наш Пане и благослови. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, прими наши ахвяры и учини, как просие открылась для нас граница всякого благословления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, у гору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог.
вершиня, благословленный, кто приходит имя Пана. Хосанна, Хосанна, на вершиня, Хосанна, Хосанна, на вершиня, Хосанна. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Єсус Христос уваскрос і спасаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Детки, сейчас не разговариваем. Сейчас наступает самый важный момент в каждой святой мше. Да, каждый сейчас из нас, вы родители, станете свидетелями живого тела Иисуса Христа и Его крови. Это самое большое чудо. Обыкновенный хлеб станет Его телом, обыкновенное вино станет Его кровью. Это самое большое чудо на земле. Поэтому давайте сейчас не разговаривать, а смотреть только сюда, на алтарь. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таемница веры, обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления. Дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по усім свете. Удоскональ его в любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули надей на воскрешение. І про усіх, хто у Твоєї ласці дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юсифом и Ебранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрат веку подобалися Тебе, каб всеми мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе,
Просим Тебе, Пане, избав нас всего злога, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Царство и моц, хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, який живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
нас из праха поднял, свет Твой во тьме воссиял, не таких Бог, не как Ты. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог великий, Он всемогущий, Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, Ты нас из праха поднял, свет Твой во тьме воссиял, не таких Бог, не как Ты. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог,
Молимся. Усемогутный Боже, нехай на святейший сакрамент обновить нашу душу и тело, как мы могли стать спадкоемцами хвалы Христа, с яким разом терпим, обещаючи смерть ягоную, яки живее и благодарить на веки вечные. Пане Езу, про заступництво Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека до веру, який піклаваўся Тобою пасля народзінаў. Прашу Цябе в інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духовно хочу усыновіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі му жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Паслухам яшчэ душпастырскія аб'явы. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай Ружанцовай, аўторак Маці Божай Міласэрнасці, серада Маці Божай Шкаплернай, чацвер благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі, пятніца нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі, субота Маці Божай Частахоўскай, нядзеля каралева веравызнаўцаў. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 29 верасня свята святых арханёлаў Міхала, Габрыэля і Рафала. Святы арханёл Міхаіл з'яўляецца апекуном каталіцкага касцёла на Беларусі, таму асабліва ў гэты дзень молімся за нашых пастыраў і за ўсіх вернікаў касцёла на Беларусі. У гэты дзень парафіяльны адпуст у Белагрудзе, святая імша а гадзіне 12. Сёння у Няцечы а гадзіне 12. 30 верасня ўспамін святога Гераніма, святара і доктара касцёла. 1 кастрычніка ўспамін святой Тарэсы а дзіцятка Езус, панны і доктара касцёла. У гэты дзень распачынаецца месяц ружанцовы. У нашай парафіяльнай святыні ружанцовае набажэнства будзе адбывацца штодзённа у буднія дні а гадзіне 8:30. Ружанец праводзіць ружанцовыя групы, а вечарам а гадзіне 18 ружанец супольны. У нядзелю а гадзіне 18 ружанец праводзіць вызначаная ружанцовая група. Для дзяцей, дзеткі, внимательно слушаем. Ружанцовая молитва будзе па суботах а гадзіне 16. Каждую субботу на 16:00 приходим на ружанец. Обязательно приходим на ружанец. Потом что-то будет, сестра что-то вам купит. Так что есть мотивация приходить на ружанец. Обязательно. Захворшваем і сардэчна запрашаем до супольнай ружанцовай малітвы ў касцёле, а таксама ў сваіх сем'ях. Таксама запрашаем кожны дзень адмаўляць гэту малітву ружанцовую, дарагія браты і сёстры. А перш за ўсё, каб бацькі давалі гэты прыклад, каб вы разам з сваімі дзеткамі сядалі, адмаўлялі гэты ружанец. Я ведаю, што гэта трудна і цяжка, але зразумейце, гэта вельмі важна, калі вы перададзіце гэтую вялікую традыцыю адмаўляць у святы ружанец да Найсвяцейшай Панны Марыі. Бо Марыя заўсёды казала, калі дзеткі пыталі, што будзе з будучыняй, будзе з зямлёй, з намі, Марыя заўсёды адказвала: маліцеся на ружанцу. Нічога іншага, маліцеся на ружанцу. 2 кастрычніка успамін святых анёлаў апекуноў. Першы чацвер месяца молімся аб шматлікія і святыя пакліканні да святарства, манаскага жыцця і місійнага служэння. Святая гадзіна і малітвы ў гэтых інтэнцыях распачнецца а гадзіне 17:30. 3 кастрычніка, першая пятніца месяца. Асаблівым чынам ушаноўваем Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса, набажэнства ўзнагараджэння сэрца з паўцы а гадзіне 9 з раніцы, пасля супольнага ружанца. 4 кастрычніка ўспамін святога Францішка Асіскага. Першая субота месяца. Асаблівым чынам молімся да безаганнага сэрца Марыі. 5 кастрычніка, першая нядзеля месяца адарацыйная. Пасля святой мшы а гадзіне 9 адбудзецца выстаўленне свяцейшага сакраменту і адарацыя да гадзіне 13. Пасля святой мшы эўхарыстычная працэсія і змена ружанцовых таямніц. У Беларусі першая нядзеля кастрычніка – гэта дзень малітвы за выкладчыкаў, настаўнікаў, выхавацеляў і катэхэтаў. Будзем памятаць аб іх у нашых малітвах. У нашай парафіі ўжо распачаліся урокі рэлігіі. Хто
Хто яшчэ не запісаўся, калі ласка, прыйдзіце даведацца да сястры або запазнацца з планам катэхезы на дошцы аб'яў і ўжо прыходзіць запісвацца непасрэдна на урок. Просім аб дапамозе для вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні прадуктамі харчавання. Калі няма такой магчымасці, можна дапамагчы грошовымі сродкамі, складаючы ахвяраванні на патрэбы семінарыі. У закрыснай запісы на святой імшы выпамінковыя на ўрачыстасць усіх святых, дзень задушных і праз усю актаву. У закрыстай можна набыць календары на 2026 год на беларускай і польскай мовах. Дзякуй усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі, дзякуй усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. На тыдзень працы і абавязкаў прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Ребятки, сейчас все помолимся все вместе, потом только выходим, становимся за наклейку. Договорились? Никто раньше не выходит с костела. Окей, иначе наклейку не получит. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Na коленки. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Все, идем, строимся.